Другим темам в Якутске жители двухэтажного дома по улице Петра Алексеева, 87/1 бьют тревогу. На протяжении последних 2 лет вокруг многоквартирного дома образуется большая лужа из фекальных вод. Все подробности в материале Екатерины Карпухиной. В Якутске такая проблема не редкий случай, но ситуация в многоквартирном двухэтажном доме по улице Петра Алексеева, 87/1 несколько иная. Как говорят сами жители, на протяжении последних 2 лет из-за халатного отношения управляющей компании «Центральная» вокруг дома образуется большая лужа из фекальных вод. И мы на работе вот сегодня хоть все замерзло, более-менее еще выходим так. А вчера тут вообще невозможно было идти. Наша съемочная группа немедленно направилась туда, чтобы разузнать подробности. Оказалось, что ситуация действительно сложная. В глаза сразу бросается большая замерзшая лужа. Жильцы поясняют, что главная причина беды в том, что ответственная управляющая компания своевременно не вывозит фекальные воды из септика. В результате отходы вылились наружу. Мы даже писали депутатам, просили помочь, но никто на возникшую беду не реагирует и не дает ответа. В многоквартирном доме проживает 58 семей, но больше всех пострадали жильцы первого этажа. А там в основном живут семьи с маленькими детьми и пожилые люди. Из-за сложившейся ситуации им приходится терпеть дурной запах, который идет из-под полов, так как именно там находится труба для фекальных отходов. Егор Афанасьевичка. Я бы хотела попросить у главы республики Егора Борисова, чтобы он нам помог с этой проблемой. Потому что мы зимой живем как будто на середине талого озера, а летом в грязи. На первый взгляд во всем виновата именно управляющая компания «Центральная». Так или нет, мы попытались узнать, позвонив в офис компании. На звонок ответил главный инженер Егор Макаров и пояснил следующее. Канализация у них вывозная. И подводящие наружные сети, они все находятся на балансе МУП «Жилкомсервис». Мы сами бьем тревогу. У нас практически вот и переписка с Жилкомсервисом есть. Мы писали и в управу, в Центральный округ писали, и писали, и до Садовникова писали. В Жилкомсервис мы неоднократно обращались. Но они обещают сделать, исправить. Как оказалось, виновато предприятие «Жилкомсервис». Именно от них зависит устранение всех неисправностей, в том числе в узле слива. А пока остается гадать и ждать, когда предприятия согласуют свои действия и начнут выполнять свои обязанности. Екатерина Карпухина, Александр Колмогоров, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.